Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так: с кем будете счастливы? С бывшим или с будущим? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, так и спросите, с кем я буду счастлива. И давайте смотреть. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть. Девчоночки, негатив на ком-то есть. Негатив. Либо поглазили вас очень сильно, либо кратник сделали. Но вы либо догадываетесь, да, потому что состояние у вас не очень, и как ухудшается, либо вы уже с этим работаете, да, снимаете с себя. Ну, раз показали, значит, судьба от этого избавиться. Да, вы не переживайте, кто не знал, не переживайте, вы от этого избавитесь. Так, по поводу вашего бывшего. Ну, такой, знаете, противный. Противный действительно мужчина. Он, знаете, вам простить чего-то не может. Какого-то вашего поведения. Может быть, не может простить, что вы его там не возвращаете, там, назад не пускаете. Он бы мог быть хорошим мужем, мог. Но вот этот его противный характер, он все испортил. Просто испортил ваши отношения. Вот эта гордость, эгоцентризм, какие-то вот детские вот эти замашки, плаксивость, там, любит поскулить, пожаловаться. Вот это все испортило. Плюс он очень мстительный персонаж. Мстительный. Вот такой вот он, понимаете, что-то где-то в нем гуляет. Но обычно кто мстит? Люди, которые чрезмерно обидчивые. Да, либо там, любую шутку в свою сторону, либо любой отказ воспринимают как все. Ты против меня, ах ты, а я сейчас тебе, а я докажу, я покажу, а еще пожалеешь, да, ты еще пожалеешь. Вот такой вот он. Ну, а вы не жалеете. Вы не жалеете, вы вообще ему вилку показываете. Да? Ну, только подойди, сейчас в бок вилку вставлю. Если честно, задолбал. Задолбал и усталость, и какое-то, знаете, безверие. И вообще не хочется этого бывшего. Не хочется, и все. Ну, слишком он наследил в вашей жизни. Действительно наследил. Не по делу следил. Не по делу. Вы, кстати, человек очень справедливый. Очень справедливый. И, кстати, вот это его раздражает. Вы намного умнее, чем он. Вы намного рассудительней. Вы видите то, что скрыто. Да? Вы вглубь смотрите, в саму глубь. А у него какое-то поверхностное зрение. Вот действительно. И он вам этого тоже простить не может. Не может. Он будет делать попытки вернуться в вашу жизнь. И я не буду скрывать. Я вижу, вы тоже в какой-то момент, возможно, скажете, ну, в принципе-то я его знаю, да? А ну-ка попробую еще раз. Но эти все попытки, они какие-то не жизнеспособные. Вы меня, конечно, извините, простите, но реально не жизнеспособные. Только лишь для тех людей, кто долго был в браке, долго, там, несколько лет, там, 5 и более, и, например, мужчина где-то там оступился, а вы, скажем так, не смогли ему простить, либо мужчина переметнулся, да, вот просто переметнулся, там, к другой женщине перебежал, волей судьбы, да, либо волей той другой женщины. Здесь может быть восстановление отношений. Но, девочки, какой ценой? Какой ценой вам это дастся? Вы же постоянно будете об этом думать. Постоянно.
Вы постоянно будете его подозревать. Доверия не будет, 100%. То есть вы уже не сможете ему довериться. Если была измена, то вы уже довериться не сможете. Если вы готовы с этим жить, но он поменяется, ради вас он поменяется, но, по крайней мере, будет тихонечко сидеть там в тряпочку сопеть. То есть выпендриваться он так прям ярко не будет. Он всегда будет чувствовать за собой эту вину, но и вы будете чувствовать, что он перед вами виноват. То есть если такой формат отношений вас устраивает, в принципе, все может быть. И даже неплохо может быть. Действительно неплохо, потому что мужчинка, я смотрю, тут пыхтеть будет, какую-то активную деятельность разведет, будет стараться, ублажать вас будет. Но, опять же, обеспечивать со всеми вытекающими. Вот. Хотите, готовы, там, ради детей, там, может быть, даже ради внуков. Ну, попробуйте. Возможно, все получится. Но обида все-таки будет этой занозой в сердце сидеть. Доверия точно не будет. А без доверия может ли быть с полным счастьем? Ну, вопрос открытый, вопрос риторический. Пусть каждая девочка решит сама. Если вы не были долго в браке, либо просто встречались, да, может быть, там даже сожительствовали, но в браке вы не были, ну, явно вы его не захотите. Он придет, вроде там недельку продержится, 2, ну, от силы максимум месяц продержится, и потом опять те же кони. То есть начнет опять так же себя вести, там, цеплять, претензии, там, этот мстительный его противный характер. Вот. Ну, тогда уже погоните, метлой погоните, еще сковородкой по мягкому месту ему стукните, скажите: все, забудь обо мне, забудь, дорогу на мой порог забудь, все, не хочу, не буду. Вот. Может быть, у вас тоже какая-то надежда еще теплится, но, девчоночки, ну, горбатого могила только исправит. А ваш этот мужчинка, он горбатый, реально горбатый. Причем в 3 местах сразу. Вот. Не надо, не нужны вам эти грабли. Ну, я думаю, вы и сами понимаете. Что касается нового. Ну, новый 100% будет, девочки, 100%. Вы сейчас замужем, вы без мужчины. Новый будет 100%. Причем не один. Не один. Я вижу 2 кандидатов. 2. Одного вы уже знаете, а со вторым вы еще не знакомы. Оба хорошие, каждый по-своему. Идеальных, конечно же, не существует, мы это знаем. Мы и к идеалу не стремимся. Да? Зачем нам эти идеальные, что нам с них картины писать? Да, либо сидеть восхищаться. Не, нужен обычный мужик, живой, хороший, такой добротный мужичок нужен. Идеальный тут не впишется в ваш образ жизни. Так, смотрите, тот, кого вы знаете, но он давно уже на вас посматривает, он давно вами интересуется. Возможно, какие-то дела, какие-то проблемы, а кто-то решал свои семейные проблемы. Да? Не было возможности к вам подкатить, да, либо нечего было вам предлагать. Ну, допустим, если мужчина был не свободный, и сейчас он там разводится, либо вот недавно только развелся. Если бы он к вам подошел, ну, послали бы, конечно, послали. Вот. И он так все так логично рассудил, рассчитал, да, что надо сначала завершить все свои дела, все свои проблемы подвести, да, к концу, освободиться, и тогда уже к вам. К вам, там, цветы, приглашения, любовь, морковь. Ну, куплю, люблю и полетели. Неплохой мужчина, очень даже неплохой. Он очень хорош как друг, вот именно как друг, понимающий, открытый, чувственный. Ну, душечка такая, знаете, душечка, мужчина-душечка. В плане интимном, ну, так-сяк, знаете, не то чтобы прям совсем плохо, ну и, ну, в общем, вы поймете. Придет время, вы поймете, о чем я говорю. Ну, как-то не вытягивает он интимную тему. Может быть, у него такая физиология врожденная, да, такой у него этот корнишончик, да, есть огурцы, а есть корнишоны, маленькие такие огурчики, понимаете, о чем я говорю. Плюс он больше ценит, скорее, наверное, душевное родство, вот это взаимопроникновение, там, жить одним интересом на одном дыхании, вот туда, и вот больше тянет в философию, там, такие высшие материи, вот. Простой, любит что-то мастерить, любит там по дому хозяйничать, такой хороший, добрый дядька. Вот так вот, девочки. Так, второй мужчина.
А второй мужчина, конечно же, более такой солидный идет. Он и по возрасту старше, и такой, знаете, при деньгах, такой прям наполненный, насыщенный, с интересами, с друзьями, с активной жизнью, при своем деле. У кого-то прям важный человек, то есть у него такая должность высокая, он либо там директор директоров, либо он даже какой-то чиновник высокого ранга. Ну такой вот, знаете, представительный. Но там другая беда. За этим, значит, представительным дядькой бегают разные тетки. Бегают, прям подлабливают, ну а как, завидный жених, девочки, очень завидный жених. Тот мужчинка требовательный в плане соблюдения каких-то правил, образа жизни, да, он к чему-то привык, он хочет жить именно так, он будет от вас даже, ну, не требовать, возможно, простить, да, чтобы вы тоже разделили с ним этот образ жизни. То есть он любит путешествовать, и вы с ним будете путешествовать. Он любит там кушать какой-нибудь там, не знаю, деликатесы, там, фуагру, там, эти, как их, которые сырыми едят, эти улитки, не улитки, устрицы, да, и вы должны будете это кушать. То есть, понимаете, там какие-то тоже свои заморочки будут. Но, тем не менее, вот этот дядя, он может вас полностью обеспечить, не только, кстати, вас, но и ваших, например, детей, ваших близких людей. Он может подарить вам действительно шикарную жизнь, действительно шикарную, ввести вас в какой-то новый круг общения, разнообразить вашу жизнь, украсить ее цветами и подарками. Ну и интимная жизнь у него тут, смотрите, какой. Он очень изобретательный в интимной жизни. Девочки, с ним попробуйте то, о чем даже и не догадывались. Интересный мужчина. Но тут будете жить, как на пороховой бочке. Вот будете дергаться, понимаете, вроде как и все хорошо у вас. А по спине холод идет, да, и глаз влево косит. Потому что бабы будут просто охотиться на него. Вот сколько бы ему лет не было, будут на него охотиться. Вот. Ну, выбор есть, девочки, выбор есть. Будете выбирать, будете думать, кого хотите. Домашний тапочек, да, либо какой-нибудь шикарный туфель, да, туфлю шикарную. Будете выбирать, выбор есть. Но вот как я вижу, ну, 90% моих девочек, кто зашел на эту отсыпочку, с новым мужчиной вы будете счастливы. С новым мужчиной вы будете строить семью, создавать семью, любовь свою искать и находить, и будете счастливой. Кого выберете, решать только лишь вам. И опять же таки помните, что отсыпка у меня общая. Вот. Делайте скидку на это. Вас никто не принуждает. К чему вас принуждают высшие силы? Так вот к этой картиночке, где есть жена, где есть, ну, дети, так я понимаю, да, под защитой мамы, под защитой папы, да, и крыша над головой. Причем крыша шикарная. То есть жизнь будет доброй, да, наполненной деньгами, не будете в них нуждаться, будете вот отдыхать с ним будете. Вот. Не надо будет там ишачить, батрачить, а мужчинка полностью будет обеспечивать. Хоть этот будет обеспечивать, ну, может, поскромнее, хоть этот. Ну, тут пошикарнее будет, девочки. Сами будете выбирать, сами будете решать. Один и другой мужчина будут любить, по-настоящему будут любить, и, как говорится, души вас не чает. Это будет. Вы такая, вас невозможно не любить, просто невозможно. Да, иногда вы сами себя не любите, ну так это поправимо. При хорошем-то мужчине, Господи, зацветете буйным цветом, девочки, все будет хорошо. Так, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.